Добрый вечер и с праздником. В эфире программа «Главные итоги». В студии я, Нарен Айып. На уходящей неделе Freedom House опубликовал очередной доклад «Свобода в мире 2020», и Кыргызстан в нем вновь попал в категорию частично свободных стран. В связи с распространением коронавируса Кыргызстан отменил проведение всех мероприятий, которые планировались на государственном уровне. Спортивные соревнования, празднование юбилеев и других дат. Театр оперы и балета, Национальная филармония, Русский и Кыргызский драмтеатры, Бишкекский городской театр, а также театр кукол отменили свои спектакли. Но муфтият заявил, что не может ограничивать право верующих ходить в мечети на джума-намаз. МИД Кыргызстана вручил ноты главам дипмиссий Азербайджана, Туркменистана и России в связи с тем, что многие кыргызские автоперевозчики не могут пересечь ирано-туркменскую и ирано-азербайджанскую границу для возвращения транзитом в Кыргызстан. Казахстан ввел временные ограничения для кыргызских граждан на пересечении границы Казахстана по ID-картам. В связи с угрозой распространения коронавируса мэрия Ашат тоже запретила все массовые мероприятия. Замминистра здравоохранения Төлө Исаков сообщил, что в связи с коронавирусом на обсервации находится сейчас более 300 человек. Зампред независимого профсоюза водителей-дальнобойщиков Голубев сообщил, что грузы, которые ранее шли транзитом через Кыргызстан из Китая в Узбекистан и Таджикистан, уже доставляются в обход Кыргызстана через казахский Хоргос. На выборы 12 апреля в 5 городах – Аше, Малюсу, Токмаке, Балыкчы и Караколе – своих кандидатов выдвинули 4 партии. Зампред ЦИКа Бегматов заявил, что если кто-то где-то срочно прописался, это еще не означает, что он попал в список избирателей по месту новой регистрации. Минюст сообщил, что с начала года зарегистрировано 5 новых политических партий, а их общее число достигло 283. Депутаты Жогорку Кеңеша приняли участие в Санкт-Петербурге в заседаниях комиссий межпарламентских ассамблей СНГ и ОДКБ. Республиканский центр СПИД сообщил, что в Кыргызстане на 1 февраля зарегистрировано 9760 случаев ВИЧ-инфицирования, в том числе 9200 человек – граждане Кыргызстана и 540 иностранцев. Инфицировано 420 детей, а за все время наблюдений умерло 2125 человек. Из них на стадии СПИДа 666. Арендаторы торгового центра «Караван» в Бишкеке провели митинг, так как фонд госимущества выставил торговый центр на продажу. Редактор газеты «Политклиника» Алимова сообщила, что неизвестные проникли в офис и похитили рабочие записи, блокноты, редакционные материалы и жесткий диск компьютера, не тронув при этом другие ценные вещи. Генпрокуратура возбудила 3 уголовных дела по итогам проверки деятельности Министерства образования и науки. Нарушения выявлены при разработке и тиражировании, а также закупке учебников. Ущерб составил почти 33 миллиона сомов. Депутат Акылбек Джапаров предложил, чтобы все учебники подписывал министр образования, как председатель Нацбанка подписывать денежные банкноты. Тогда в учебниках не будет ошибок и нельзя будет перекладывать ответственность за ошибки на издательство. Фильм «Курьер» режиссера Умирбекова будет показан в американском штате Огайо на 47-м международном кинофестивале «Атенс», который пройдет 6-12 апреля. А фильм «Джуэгулюк» Мирлана Абдыкалыкова номинировали на российскую премию «Ника», которая вручается кинематографистам СНГ, Грузии и Балтии. На соискание же 9-й национальной кинопремии «Агильвирс» поступило 40 заявок. Конкурировать будут 9 полнометражных, 18 коротких и 13 документальных лент. Вручение премии состоится 25 апреля. Накануне Международного женского дня президент Жээнбеков навестил семью Чингиза Айтматова и поздравил его вдову Марию Урматовну с праздником. А для сегодняшней программы мы отобрали следующие события. Митинг сторонников Садыра Джапарова, как всегда, сопровождался агрессией и ожидаемыми последствиями. Первый весенний митинг может оказаться и последним в сезоне. Несмотря на протесты, парламент все же принял в первом чтении закон об отчетах НКО.
Предварительные слушания закончились. Через две недели начнется суд по Койташу. Напряженность на казахско-кыргызской границе сохраняется уже третий месяц. Гражданский сектор вместе с властями рассматривает риски конфликтов и бедствий. Общественные протесты в Кыргызстане имеют женское лицо. Интервью с Анесом Зарифьяном. Образование должно давать не просто навыки профессий, а вообще навыки жизни. В понедельник в Бишкеке состоялся митинг сторонников экс-депутата Садыра Джапарова, которые еще раз потребовали освобождения политика. Сам Джапаров обратился к организаторам с просьбой отменить митинг, однако глава его штаба в его поддержку, экс-депутат Каныбек Осмоналиев, решил его все-таки проводить. Джапаров был задержан в марте 2017 года сразу после возвращения из-за границы, так как до этого против него было возбуждено уголовное дело в связи с беспорядками в Караколе в октябре 2013 года. А в августе того же 2017 года Первомайский суд приговорил Джапарова к 11,5 годам лишения свободы. После вступления в силу новых кодексов этот срок был сокращен на 1,5 года. На митинге не обошлось без инцидентов. Часть его участников прорвалась к Белому дому. Для разгона были применены водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Около 170 человек были задержаны, большинство затем отпустили. Некоторые женщины били сотрудников Белого дома, выходивших с работы. Их затем задержали. А Первомайский суд принял 5 марта решение запретить проведение митингов до 1 июля. Каныбека Осмоналиева арестовали до 3 мая и вменяют серьезную статью. Но он закончил митинг к вечеру и ушел с площади. А безопасность на таких мероприятиях должна обеспечивать милиция, потому что организаторы не могут полностью и самостоятельно оградить митинги от провокаторов, которых может подсылать кто угодно, в том числе и сама милиция. Однако фактом остается и то, что сторонники Джапарова всегда отличались агрессией. Так было и во время митинга против Кумтера в Караколе в октябре 2013 года и в день возвращения Джапарова в Бишкек 25 марта 2017 года. На митинге же 2 марта они предъявили власти ультиматум, а своего кумира сравнивали даже с Манасом. Мы должны освободить человека, равного Манасу. Если мы не сможем освободить Манаса, можно ли нас называть кыргызами? Что будет с нашей честью и достоинством? Его посадили без доказательств. Если мы этому и подчинимся, мы не кыргызы, правильно? То, что с приближением весны начнется сезон митингов, все ожидали. Однако Балконский и их спонсоры, проведшие в ноябре и декабре 2 митинга «Реакция» и обещавшие вернуться весной, что-то припаздывают. Или природа взяла свое, и они присоединились к акции садыровцев, которая стала настоящим кыргызским митингом, бессмысленным и беспощадным, с хаосом и мордобитием. Более подробно о митингах Андрей Токомбаев. Одной из скандальных и неудачных политических акций стал на минувшей неделе митинг в Бишкеке в поддержку осужденного экс-депутата Садыра Джапарова. Требуя его освобождения, участники митинга, наоборот, отдалили достижение этой цели. Ранее бывший депутат получил 11,5 лет колонии усиленного режима согласно решению Первомайского районного суда за организацию несанкционированных митингов и захват заложника. Требуя национализировать золоторудное месторождение Кумтор, сторонники Джапарова 7 октября 2013 года в Караколе насильно затолкали в машину тогдашнего полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева, а затем облили машину бензином, что могло привести к самым печальным последствиям. Об амнистии защита ходатайствовала в Аламединский районный суд, но прошение отклонили. Накануне же митинга, проходившего 2 марта, осужденный обратился к своим сторонникам с просьбой не устраивать его защиту политических акций. Вот что в частности сказано в обращении. Мне рассказали, что 2 марта планируется митинг с участием представителей всех областей страны. Говорят, что среди требований есть и требования о моем освобождении. Если митинг собирается только ради того, чтобы потребовать освободить меня, то не стоит этого делать. Могут быть провокации. Я не желаю, чтобы из-за меня пострадал хотя бы один человек.
Открытое письмо распространил адвокат осужденного Шарабидин Тактасунов. В интервью радио «Азатык» он отметил, что текст послания Джапаров написал лично. Однако призыв своего лидера организаторы митинга проигнорировали. Более 1000 манифестантов собрались на площади на митинге в поддержку Садыра Джапарова. Ранее, начиная с 1 марта, автоколонны манифестантов стекались к Бишкеку. С утра в понедельник на площади собралось около 2000 человек. Акцию организаторы задумывали провести цивилизованно, начав с чтения Корана и призывов действовать в правовом поле. Завершить митинг в ранее оговоренный срок они не смогли, поскольку вскоре потеряли контроль над ситуацией. Во второй половине дня с трибун прозвучал даже ультиматум властям. Митинговавшие потребовали освободить Джапарова в течение часа. Ранее представитель аппарата президента проинформировал их, что по вопросу освобождения осужденного работает специальная комиссия. Недовольство возрастало. Многие из митинговавших толком не знали, с какой целью вообще проводится эта акция. Кыргызский мой народ. Здесь работает патриотная система. Мы должны поднимать патриотную систему. Ошские, Джалалабадские, Баткенские, Иссыкульские, Нарынские. Все мы должны выступить против китайцев. Не отдадим наши земли. Вот по этой проблеме здесь проходит митинг. Потому что в Атбаше отдавали землю, строили завод. Поэтому здесь митинг. Уже не контролируя ситуацию, модератор акции, экс-депутат Каныбек Осмоналиев, пытался утихомирить толпу, предупреждая ее о возможных провокациях, но не тут-то было. Группа воинственно настроенных дам осадила контрольно-пропускной пункт Белого дома, раздаривая оплеухи всем, кто из него выходит. Почему не отвечаете? Я работаю в аппарате Джоорку Кинеша. Отвечайте перед народом. Вечером толпа двинулась штурмовать Белый дом, но ее разогнала милиция, применив водометы и собак. В ходе разгона демонстрантов 24 милиционера получили неопасные травмы. В основном ушибы, информировал население и Минздрав. А накануне митинга МВД распространило заявление о том, что любые попытки дестабилизировать ситуацию будут пресечены в рамках действующего законодательства. Любые попытки дестабилизировать обстановку в Кыргызстане будут пресекаться в рамках закона жесткими мерами, а виновные будут привлечены к ответственности. Министерство внутренних дел не позволит раскачать или дестабилизировать ситуацию. И, надо сказать, силовое ведомство сдержало слово. В ходе разгона демонстрации задержали 166 человек. Из них 162 были выпущены на следующий день, 3 на 3 сутки. Остался под стражей Каныбек Осмоналиев, который подозревается в попытке захвата власти. Уже в понедельник вечером правозащитники провели мониторинг содержания задержанных. Каких-либо нарушений их прав они не обнаружили. Об этом 3 марта сообщил Пятому каналу представитель омбудсмена. Вчера почти до 11 часов вечера мы находились в Первомайском УВД города Бишкек. Мы провели беседу там с сотрудниками, следователями, начальниками Первомайского УВД. В частности, вчера на 10 часов был задержан около 70 граждан. Были доставлены, составлялись акты, протоколы. Парадоксально, но подготовиться к митингу как можно лучше накануне помогли правоохранительным органам его участники. Или, по крайней мере, те, кто надеялся с помощью митингующих дестабилизировать политическую ситуацию. В конце прошлой недели в соцсетях появилась аудиозапись разговора двух неизвестных, якобы обсуждавших попытку захватить Белый дом. У нас 20 машин, у вас сколько есть? По этому вопросу договаривайтесь с лидерами. Скажи своим людям, что надо идти к Белому дому и срубить голову дракона, а не возиться с хвостом. Главные там сидят в парламенте, которые подписывали. Этот парламент надо захватить и не дать никому сбежать. 2 марта выйдем якобы на мирный митинг по Кумтору, Джерую и Китаю. Поэтому хорошо людей агитируй.
Скажи им, что 2 марта надо идти на Бишкек. В регионах действовать без толку. Разумеется, нет оснований утверждать, что разговор вели именно сторонники Садыра Джапарова, или даже что запись не фейк, распространенный с целью провокации. Надеемся, что расставят все точки над «и» в этом вопросе спецслужбы и правоохранительные органы. Но очевидно другое. В день возвращения Джапарова в Бишкек в марте 2017 года его сторонники вели себя весьма агрессивно. Сделав из факта возвращения Джапарова эффектное политическое шоу, его инициаторы, очевидно, рассчитывали на беспроигрышный вариант. Если политика не тронут, он станет национальным героем. Если же арестуют, что и произошло, будет мучеником, вернее удобным предлогом для попыток манипулировать властью. Вот каким мнением об этом поделился 3 марта в интервью «Пятому» директор Центра анализа государственной политики. Митинг, который мог бы перерасти мародерство и другие беспорядки, да, в столице нашего государства, в городе Бишкек. Поэтому оценка действия милиционеров в общем, да, удовлетворительная, потому что они очень быстро, умело ликвидировали возможные очаги каких-то конфликтов, которые угрожали бы безопасности наших граждан. А вот политолог Эмиль Джураев считает, что, говоря о подобных инцидентах, всегда нужно различать, что разрешено законом, а что запрещено. Запрещено, конечно же, использовать насилие, в том числе и против представителей власти. Ну и, конечно, разрешено мирное собрание людей. Граждан Кыргызстана это разрешено Конституцией. И мне кажется, тут всегда у нас возникает как бы заезженная такая пластинка, когда мы не можем обеспечить, сторона организаторов не может обеспечить мирное собрание, сторона власти не может этому способствовать так, чтобы этих курьезов в конце каждого митинга не случалось. Куда более категоричное осуждение о результатах митинга 2 марта высказал во вторник политолог Бакыт Бакитаев. На мой взгляд, вчерашний митинг, он нанес большой ущерб не только Садыру Джапарову, но и институту митингов. Мне кажется, вчера состоялись похороны кыргызских митингов, потому что народ теперь уже понял, что на митингах ничего не решить. И это из-за того, что есть люди, которые хотят очень помочь, поддаются эмоциям и тем самым оказывают медвежью услугу. Вполне вероятно, что сложившаяся ситуация, возможно, не специально, но все же была спровоцирована 2 марта организаторами митинга в поддержку Джапарова и может оказаться на руку лишь маргиналам, далеким от политики. Те же, кого опальный политик, очевидно, хотел бы видеть на своей стороне, адекватные и законопослушные граждане, устали от подобных шоу и давно не считают митинги эффективным средством решения политических проблем. Давайте не будем забывать о прошлом. Те дестабилизационные дни, те годы, когда мы пережили это все, дали какой результат? Они дали очень плачевный результат. Страна в целом идет назад. Идет назад наш бизнес. Это все сказывается на нашей жизни, на нашем уровне нашей жизни. Я, в принципе, категорично против таких всяких митингов, которые приводят к дестабилизации в нашей стране. Ведь мы уже пережили сколько их, и после этого приходится оправляться. Я уж не говорю, что там потери у бизнеса идут. Люди начинают бояться просто. Мы как-то уже 75 лет без войны прожили. И хочется, чтобы вот такие же промежутки были и между митингами. И чтобы митинги были мирными. Если же предположить, что за подобными акциями стоят не только их непосредственные организаторы, но и другие силы, цель которых именно дестабилизировать политическую обстановку в стране, то следует воздать им должное. Действуют вполне изощренно. То проводят так называемые чистые митинги, на которые как по команде выходят законопослушные балконские, то их сменяют персонажи попроще. В результате на площади едва не проливается кровь. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Денис Курганов, Пятый канал. Главные итоги.
Такие же страсти, но без крови и мордобития бушевали и вокруг нового закона о внесении поправок в закон о некоммерческих организациях от 1999 года, согласно которым неправительственные организации должны отчитываться перед властью об источниках своего финансирования, зарплате сотрудников, штатном составе и направлениях расходования средств. На неделе Джоорку Кеңеш принял его в первом чтении голосами 100 депутатов. Инициаторы – 8 депутатов – Аида Исмаилова, Умбетала Кадралиев, Марлен Маматалиев, Джилдыс Мусабекова, Улан Примов, Бактыбек Раимкулов, Евгения Строкова и Бакыт Турузбеков. Но на встречах и конференциях в защиту закона выступает почти всегда только Раимкулов. НКО и по существующим законам достаточно отчитываются перед госорганами, предоставляя финансовые и другие документы и отчеты в налоговую службу, социальный фонд и Нацкомитет по статистике. Но для их деятельности необходимо создать максимум неудобств и атмосферу неприятия в обществе, потому что, во-первых, они показывают, как можно, в отличие от госорганов, эффективно работать при ограниченных ресурсах, а во-вторых, они не зависят от властей ни финансово, ни организационно, ни технически, поэтому могут себе позволить критиковать их деятельность. Поэтому закон принят тихо, без шума, массово, а на слушании, организованные гражданским сектором, авторы законопроекта просто не являлись. 29 январда ошо правовая клиника Адлия Чолпон Жакупованын өзүңөрдүн 29 января провели общественные слушания. Проводили правовая клиника Адилет, это бывшая депутат Чолпон Жакупова, наша организация, а также Бердуйную совместно с институтом омбудсмена. Пригласили несколько депутатов, ту же Аиду Исмаилову, Строкову, напрямую Бактыбека Раимкулова. Никто из них не пришел. Ошого кайрылганбыз келгиле деп качып келбей коюшту. На неделе прошли предварительные слушания по уголовному делу о беспорядках, произошедших в прошлом августе в селе Койташ, где бывший президент в особняке, переделанном из бывшего медучреждения завода «Достан», оборудовал пуленепробиваемый бункер с бойницами для снайперов, а во дворе разгрузил несколько самосвалов камней, чтобы бить всех, кто близко подойдет. Беспорядки и произошли, но многие обвиняют в этом спецназ, однако недочеты с его действиями отдельно история. Суд же будет по деяниям Атамбаева и его сторонников. Подробнее в сюжете Андрея Токумбаева. На неделе завершились предварительные слушания в Первомайском районном суде перед процессом, который все ждали полгода. Перед судом над бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и некоторыми его сторонниками. Комиссия, расследовавшая его деяния, в первую очередь обстоятельства беспорядков в ночь 7 на 8 августа в Койташе, работала с 26 августа. Ее заключение рассмотрел 12 декабря на пленарном заседании парламент. Уголовное дело состоит из 88 томов. Вот основные из предъявленных обвинений. Массовые беспорядки, хулиганство, убийство, покушение на убийство, угроза или насилие в отношении представителя власти, попытка насильственного захвата власти, незаконный оборот оружия, захват заложников. Процесс пройдет под председательством судьи Марата Садыкова и начнется 23 марта. Почему предварительные слушания прошли при закрытых дверях, журналистам пояснил прокурор города. В соответствии со статьей 275 УПК Крымской Республики предварительное слушание проводится в закрытом режиме, поэтому сегодня процесс прошел закрытый. Здесь разрешаются только предварительные вопросы, так из звучания этого слушания так и называется. По словам Бекмаматова, такой режим заседания вполне законен и предусмотрен регламентом. Будет рассмотрено ходатайство и потом будет принято решение судом о дальнейшей судьбе дела. Между тем, адвокат подсудимых Замир Джоошев сообщил, что хотелось бы, чтобы процесс прошел с участием присяжных. Однако, по его словам, судья Марат Садыков не дал ему возможности даже подать об этом ходатайство. Мы мотивировали свое заявление об отводе тем, что, во-первых, судья не дал мне возможность элементарно заявить ходатайство. В Уголовно-процессуальном кодексе нету такого, что не дать возможность заявить. Адвокат также добавил, что один из подсудимых, Фархат Баабиев, возмутился таким решением судьи и потребовал от него выслушать ходатайство адвоката. За неуважение к суду его удалили из зала, и когда в зал суда ввели подозреваемых, в том числе и главного фигуранта, подняли шум, некоторые даже пытались штурмовать зал.
Адвокат Сергей Слесарев заявил следующее. С самого начала уже есть нарушение. Предварительные слушания по закону должны назначаться за 3 дня, уведомляться за 3 дня до назначенного срока, и участники процесса должны будут подготовиться. К сожалению, это не произошло в отношении Алмаза Шашеновича. Как я узнал вчера, ему вообще не сообщили, что сегодня слушание. Как подчеркивает политолог Тавылды Акеров, громкие политические скандалы, равно как всякого рода нарушения закона, можно сказать, стиль Алмазбека Атамбаева как политика. Эксперт уверен, что и в ходе судебного процесса, который означает жирную точку на его политической карьере, бывший президент наверняка не побрезгует инициировать еще много подобных скандалов. После того, как сняли неприкосновенность Атамбаева, он собрал из всех регионов, из ячеек членов СДПК, и там сказали, что вот нашу команду там арестовывают, нужно защищаться, дать отпор, освободить наших тех, кого арестовали. И, конечно, создали, после этого сразу же, это было где-то 23 июня, создали штаб. Что характерно, никто, разве что несколько интернет-сайтов, не откликнулся на инцидент в зале суда. Остальным, как, впрочем, и основной массе населения, было все равно. Если демарши сторонников двух предшественников нынешнего экс-президента Акаева и Бакиева рождали в народе волну возмущения, то попытки людей из окружения Атамбаева предпринимать нечто похожее не вызывают у большинства ничего, кроме брезгливого равнодушия. И это, конечно, очень позорно заканчивать свою карьеру Атамбаеву, экс-президенту, который правил Кыргызстаном 6 лет, и закончит вот таким позором. Да. А вот юрист-профессор Кайрат Осмоналиев, напротив, уверен, что процесс пройдет исключительно в правовом поле и без эксцессов. Процесс только начался, и, соответственно, поскольку он очень резонансный, то надеюсь, что он будет максимально транспарентным, и для того, чтобы все интересующиеся, по крайней мере, общественность, знала доводы этого обвинения и доводы защиты. Помимо бывшего главы государства, места на скамье подсудимых займут экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, бывший член политсовета СДПК Кундуз Джолдубаева, экс-сотрудник ГКНБ Канат Сагынбаев, гражданские активисты Амантур Джамгырчиев и Кияс Смаилов, экс-директор госпредприятия ДАН Алгак Илычев, экс-депутаты Ирина Карамушкина, Равшан Джейнбеков, Мейербек Мискенбаев, Аселька Дуранова, а также менее известные фигуранты: Марат Шаменов, Канат Осмоналиев, Ринат Курманбек Улу, Карапек Рыспек Улу, Азирет Кулалиев, Норус Капар Улу и Залкар Бакиров. По мнению Кайрата Осмоналиева, нынешняя реформа уголовного законодательства способствовала значительному росту числа фигурантов. Некоторые из недавних свидетелей перешли в круг подозреваемых, и процесс усложнился. Когда идет перестройка правоохранительной системы, заявляется о гуманизации Уголовного кодекса, на самом деле она оборачивается другими моментами, поскольку она больше направлена по отношению к преступникам, злоумышленникам. В орбиту уголовного процесса, по моим подсчетам, необоснованно абсолютно втянуто больше 100 тысяч человек. Многие из таких приобщенных к уголовному делу при прежнем УПК не привлекались бы даже в качестве свидетелей, подчеркивает Осмоналиев. И добавляет, материалы следствия по уголовному делу Атамбаева и его сообщников сейчас насчитывают 88 томов. В ближайшее время его объем сможет значительно возрасти, а процесс судебного разбирательства затянуться надолго. Но этот суд очень важен, поскольку имеет широкий резонанс, считает Табылды Акеров. Суд, конечно, несомненно, должны полностью разобраться вот в этом процессе, поскольку вся общественность не только Кыргызстана, но и в мире все следили за событиями Койташа. Некоторые зарубежные журналисты приезжали, брали интервью от Атамбаева. Но важность процесса не только в этом. Он представляет собой поворотный момент нашей новейшей истории, уверен Кайрат Осмоналиев. Да, если, конечно, судья будет, скажем так, субъективным, либо, скажем так, встанет только на одну сторону,
то это, конечно, аукнется каким-то, может, протестным потенциалом. Поэтому, имея в виду вот эти вот политические контексты этого реально беспрецедентного, скажем так, дела в новейшей истории Кыргызстана, поэтому очень высокие требования именно проведению процесса. Застарелый изъян нашего правосознания, состоящий в том, что власть якобы не подсудна, много лет углубляла порочная практика судов, когда процесс над бывшими представителями власти у нас обычно становится предлогом для идеологических манипуляций. Сторонники опального политика делают его героем, а противники чуть ли не исчадием ада. В водовороте эмоций вина подсудимого с точки зрения Уголовного кодекса отходит на второй план. Завершится ли суд над Атамбаевым именно так, или на этот раз все пройдет в ином русле? От этого зависит дальнейший путь Кыргызстана к нормам правового государства, в котором гражданина судят за совершенные преступления, а не за его принадлежность к тому или иному политическому лагерю. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал. Главные итоги. На неделе министр экономики Мухамбетов встретился в Бишкеке с членом коллегии Евразийской экономической комиссии Варданяном и поднял вопрос контрольно-досмотровых мероприятий, проводящихся Казахстаном на границе с Кыргызстаном уже третий месяц, что не соответствует нормам договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. В начале февраля представители Министерства экономики приняли участие в Женеве в заседании Комитета по упрощению процедур торговли Всемирной торговой организации и пожаловались на действия Казахстана, заявив, что это наносит вред торговым отношениям Кыргызстана и с третьими странами тоже. Казахстан называет претензии Кыргызстана безосновательными, а перевозки – лжетранзитом. Известный экономист Куат Умурзаков, возглавлявший Институт Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества в Урумчи, считает, что это времена меняются. Любой экономический союз, там есть политические факторы. Это не только чисто экономическая работа. Видимо, в Казахстане есть какие-то достаточно могущественные группы влияния, которые пытаются заработать свои дивиденды, пытаются взять под свой контроль вот эти вот торговые потоки. Мы создали хорошую систему, но ситуация изменилась. А мы, тем не менее, пытаемся продолжать эти торговые потоки, которые казахи хотели бы сами перехватить. Профессор же Славянского университета Мурат Сюинбаев более резок. По его словам, дезинтеграционные процессы характерны сейчас уже для многих стран, в том числе и для Евросоюза. Но для Кыргызстана и Казахстана, которые всегда и везде хвастают своим дружелюбием, это непростительно. Две страны, которые находятся в СНГ, ЕС, ОДКБ и куча других региональных организаций, считаются братскими народами из одной языковой подгруппы. Когда-то президенты породнились, да? То есть формально ЕАЭС есть, по факту его нет. Отношения с соседними странами у Кыргызстана как-то не очень складываются, что можно отнести к потенциальным рискам. Как раз проблемам совместного предупреждения рисков, конфликтов и бедствий был посвящен национальный форум, организованный на неделе правозащитным движением «Бердюйнё-Кыргызстан» совместно с Институтом омбудсмена. На форуме побывал и наш корреспондент Андрей Токамбаев. Если госструктуры и институты гражданского общества в Кыргызстане объединят усилия в решении социальных проблем, это уменьшит и вероятность техногенных катастроф, и риск ущерба от возможных стихийных бедствий. Такова была идея Национального экспертного форума, который прошел во вторник в Бишкеке. Встречу экспертов на тему «Как предупреждать совместные риски, конфликты и бедствия» организовали активисты правозащитного движения «Бердюйнё-Кыргызстан» при поддержке Института омбудсмена. Открывая дискуссию, главный правозащитник подчеркнул следующее. Если сумеем грамотно и без политической демагогии совместно проанализировать социально-экономические условия жизни в регионах, такой анализ поможет руководству нашей республики снизить, а то и вовсе предупредить риски природных и техногенных катастроф. Как сообщил Такон Мамытов в интервью журналистам по итогам форума, нельзя сказать, что руководство республики сейчас не решает подобные проблемы, с которыми сталкивается не только Кыргызстан. Важно другое. Но очень опасно, что мы, в отличие от многих других, наши правительство, местные органы власти, гражданский сектор увидел, что нерешение этих проблем
повлияет на социально-экономические вопросы. Нерешение социально-экономических проблем, они приведут потом к осложнению общественно-политической ситуации. В работе форума также участвовали представители общественных объединений «Энсан Диамонд», «Алга», «Центра Альтернатива», Школы миротворчества и медиатехнологий, Национальной сети мониторинга и оценки, активисты многих других неправительственных организаций. Акай Качи пояснил, что участники диалога представят правительству всесторонне рассмотренный и продуманный документ, в котором будет не только рассматриваться суть и масштаб той или иной проблемы, но и предлагаться оптимальные пути ее решения. Разрешить вот эти проблемы, именно этим сегодня и преследует вот этот форум. И правительство откликнулось, и она тоже старается использовать все возможности и ресурсы. А по словам организатора встречи, форум представляет собой площадку диалога госструктур и гражданского сектора. Поэтому здесь и социально-экономические, и общественно значимые проблемы ставятся. И самые главные проблемы, простите, мы видим, что нет доступа к информации у людей и нет доступа к равному участию в процессе принятия решений. Инициаторы дискуссии познакомили ее участников с данными мониторинга, осуществленного волонтерами Бир-Дуйной Кыргызстан в рамках проекта «Взгляд с передовой» при поддержке глобальной сети организаций гражданского общества. Начиная с 2018 года они опросили жителей 15 населенных пунктов Ошской, Джалабадской и Иссык-Кульской областей. Судя по ответам опрошенных, результаты почти двухлетнего исследования вполне соответствуют названию проекта, напоминая сводку с театра военных действий. Как и следовало ожидать, наиболее остры в глубинке 6 проблем. Недостаточный доступ к чистой воде, миграция, загрязнение окружающей среды, сели и оползни, коррупция, безработица. Как сказал в разговоре с корреспондентом пятого руководитель проекта, основная цель участников мониторинга – обратить внимание на тот факт, что риски многих вполне вероятных в Кыргызстане катастроф представляют собой прямой результат многолетнего игнорирования властью социальных проблем жителей глубинки. Наша организация выступила в качестве связующего звена, такого связующего моста между региональными структурами, которые НПО в регионах работают, и государственными органами в столице. И поэтому мы пригласили сегодня их на наш круглый стол, на наш национальный форум, для того, чтобы объединить эти совместные усилия. С тем, что нехватка рабочих мест и вялое развитие производства представляют собой настоящий бич для населения регионов страны, согласны с Бир-Дуйной Кыргызстан и другие участники форума, волонтеры Национальной сети мониторинга и оценки. Они рассказали о результатах своих встреч с представителями местных сообществ, но утешает настрой жителей глубинки. Если до 2018 года там преобладало желание податься в поисках лучшей доли в Бишкек или Ош, а то и вовсе уехать из страны, то теперь все больше местных готовы жить по принципу «где родился, там и пригодился». Об этом Мурат Карыпов сказал в четверг в прямом эфире Пятого канала. К нашему большому удивлению, местное население, оно прекрасно понимает необходимость каких мероприятий нужно проводить для того, чтобы развивать регион. Есть определенные положительные моменты со стороны организаций гражданского общества, которые работают на местах. И какие предложения звучат в основном от местного населения? От местного населения в первую очередь, конечно же, оптимизировать те рабочие места, профессии, специальности, которые используются, применяются непосредственно на местах, для того, чтобы местное население, понимаете, чтобы оно могло трудоустроиться и элементарно, то есть, получается, осуществлять трудовую деятельность согласно новым тенденциям. Но жизнь по соседству с опасными для всего окружающего отходами уранового и токсичного производств – вторая после безработицы причина, по которой многие жители регионов страны мечтают уехать куда подальше. Представители МЧС поделились с участниками форума следующей статистикой. На территории Кыргызстана находится 92 хвостохранилища и свалки радиоактивных отходов. В их числе 33 хвостохранилища, 25 отвалов общим объемом отходов 11,9 миллиона кубометров, 28 радиоактивных хвостов общим объемом отходов 4,3 миллиона кубометров, 5 хранилищ токсичных отходов общим объемом 5,7 миллиона кубометров. Но что пояснил в четверг в прямом эфире Пятого один из участников форума, представитель МЧС, начальник отдела мониторинга и прогнозирования агентства по обращению с хвостохранилищами. Министерство чрезвычайной ситуации имеет на балансе 60 объектов. Это, получается, горные отвалы и хвостохранилища, которые расположены в основном в южных областях. Также 2 объекта у нас имеется и в северном регионе, это в Минкуше и в Каджисае. Министерство чрезвычайной ситуации Кыргызской республики проводит мониторинг, также надзор за проводимыми работами.
в рамках проектов, текущих наших аварийно-восстановительных работ. Получается, что остальные 32 хранилища находятся на балансе местных сообществ. Саркофаги с химическими и радиоактивными отходами представляют собой опасность не только для Кыргызстана. В Ферганской долине, куда радиация и токсины могут в случае аварии попасть вместе с водой из горных рек, проживает более 14 миллионов граждан Узбекистана и Таджикистана, подчеркнул в интервью Пятому каналу руководитель Центра анализа государственной политики. Угроза этих хвостохранилищ, особенно использование урановых рудников, который у нас во всех регионах есть. Это Искульский регион, да, это Нарынский регион, это Чуйский регион основной, где компактно больше людей проживает. Рядом же эти хвостохранилища или в Карабалте заводы, которые перерабатывали, да, они до сих пор эти хвостохранилища есть на юге Майлисуы. С точки зрения Таликан Исмаиловой, к решению проблемы реактивации хранилищ радиоактивных отходов в Кыргызстане нужно активнее привлекать бывших потребителей нашего уранового производства – Россию, Чехию, Германию. Почему? Потому что они были основные потребители урана Кыргызстана. И эти 92 хвостохранилища, которые фонят, особенно Майлису, который входит в самые опасные 10 опасных мест в мире, я думаю, что и та донорская помощь, которая идет от Евросоюза, от банков, она должна нести очень серьезный гражданский контроль и гражданское участие. С докладом о взаимодействии властей с представителями местных сообществ выступили эксперты школы миротворчества и медиатехнологий, общественного объединения «Алга». А как сказал один из участников встречи, врач, бард и поэт, декан медицинского факультета КРСУ Анес Зарифьян, нынешняя жизнь суверенного Кыргызстана сродни состоянию больного. Чтобы правильно поставить диагноз, нужно учесть весь комплекс проблем, от природно-климатических до социально-экономических. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги. На этом форуме по предупреждению риска выступил и декан медицинского факультета Славянского университета Анес Зарифьян, который является председателем экспертной группы движения «Бирдюйнё Кыргызстан». Наш корреспондент Андрей Токамбаев побеседовал с профессором Зарифьяном о форуме и о других событиях и явлениях. Анес Гургенович, неделя была насыщена самыми разными интересными и значимыми событиями. Митинг, республиканский форум, продолжается эпопея с коронавирусом. С вашей точки зрения, вот какую вы оценку можете дать этим событиям? Ну, оценку давать мне, наверное, сложновато. Вот. Могу только сказать, что действительно наша жизнь не скучная. Ты только успевай, понимаешь, оборачиваться направо-налево, чтобы что-то такое значимое не пропустить. Вот вы назвали эту триаду, значит, она вас лично заинтересовала, задела. Если говорить о форуме, ну, вообще мне всегда импонируют неравнодушные люди. И мне кажется, что форум как раз явился собранием такого рода людей. Они представляли разные слои общества, они представляли разные организации. Форум, напомню, был посвящен рискам в Кыргызстане и проблемам хвостохранилищ, как одной из Там главных. не только хвостохранилища. Я, например, получил такую обстоятельную системную информацию от представителя МЧС. То есть я знал, что это имеет место в нашей жизни, но, честно говоря, мне в голову не приходило, что там за 1 год у нас может происходить несколько сотен землетрясений, Бог его знает, какое количество там селевых потоков, ну и прочее, прочее. И я, когда все это выслушал, подумал, слушай, какие же мы мощные, жизнестойкие люди, что в условиях, так сказать, когда риски на каждом, чуть ли не на каждом шагу, мы еще сохраняем чувство юмора. Кстати, уже не первый год, как и 2005 год, и 2010 год, когда был в эту неделю митинг в поддержку Садыра Джапарова, у вас не было ощущения дежавю? Абсолютно. У меня это ощущение дежавю где-то уже последние 10 лет существует. Это связано не только с этим митингом. Вот. И, конечно, вспоминается то, что я писал в 2005 году, и потом в 2006 году. И это уже стали такие дежурные слова, которые используют так, уже не в медицинском контексте, так весеннее обострение, осеннее обострение и так далее. Конечно, У вас еще с акаевских времен ведется замечательная поэтическая эпопея «Кыргызстанские хроники». Может быть,
очередные события навеяли воспоминаний вот из этих хроник? Может быть, дали вдохновение для следующих строк? Ну, были строчки, конечно, это вот по ходу, так сказать, после митинга кое-что появилось, но я потом для интереса, знаете, вот стал перелистывать том 2 этой эпопеи, как вы ее называете. Значит, вот если позволите, вот такие стихи у меня появились еще. Это июнь 2005 года. То есть самый разгар событий мартовской революции. Да, эпиграф. «Наше слово, гордое товарищ, нам дороже всех красивых слов». Лебедев, Кумач, песня о родине. Ну, а далее уже, так сказать, ваш покорный слуга. Это раньше звонко так звучало: космонавт, спортсмен или разведчик. А в Бишкеке популярным стало нынче слово гордое «пикетчик». В государстве, где работы нету, где не всем дано покушать плотно, можно сходу к митингу, пикету подтянуть 5000 безработных. За бумажку в пару сотен сомов согласятся женщины, мужчины, побуянить перед Белым домом, не ища в том смысла и причины. Могут также, развернув плакаты, не боясь трагических эксцессов, захватить суды, акимиаты ради чьих-то шкурных интересов. И никто за это не ответчик. У людей размыто чувство долга. Так что слово гордое «пикетчик» в нашу речь, видать, вошло надолго. К сожалению, стала профессией для многих пикетчик на уровне, как раз на фоне безработицы массовой. Как вы считаете, такая страсть к пикетам – это национальный характер кыргызстанцев? Да нет, нет, ни в коем случае. Вот когда начинают переводить это в плоскость, так сказать, чуть ли не генетическую, я думаю, что это преувеличение явное. Вот. Ну, мы действительно живем посвободнее, может быть, чем наши, так сказать, ближайшие соседи и даже отдаленные соседи. Но это, на мой взгляд, не является характерной особенностью там, кыргызов или кыргызстанцев в целом. Вообще это каждый гражданин имеет конституционное право для разных форм самовыражения, на мой взгляд, да, кроме, например, хамства, агрессии. И вот то, что я все время подчеркиваю, что есть понятие «народ», а есть понятие «толпа». Так? И уже много-много лет тому назад гениальные, так сказать, лица, известные в области психологии и так далее, дали определение многим явлениям, которые мы с вами наблюдаем. Коллективное, бессознательное, агрессия там, и так далее. Толпа, она, так сказать, чаще всего агрессивна, чаще всего истерична. И утрачивается человек как единица. Личность размывается, все сливается в некую массу. Что очень печально. Что очень печально. И вот, знаете, у меня есть стихи, которые заканчиваются... То 2005 год. Многие обратили тогда внимание на очень активную роль женщин в наших революционных событиях. Поэтому стихи мои заканчивались такими строчками, что у кыргызской революции, речь шла о первой революции мартовской, очень женское лицо. Интересно, давайте процитируем эти строки. Так вот я их и процитировал. Вы хотите же эти стихи? Да, ради бога. Я их, кстати, люблю. Они такие... О женщинах митинговой стихии. Ну, тут и митинговая стихия, но это действительно... Вот, смотрите, это было написано апрель, самое время. Апрель 2005 года. Стихи такие. «Наш Бишкек не хуже Питера. Митингуют все, кто хошь. Но мужчин, бунтарских лидеров, редко где сейчас найдешь. Городские или деревенские, не они кумиры масс. В Кыргызстане силы женские. Дело делают сейчас, не боясь за правду ратовать, бодро лозунги несут. То бегут поля захватывать, то громить Верховный суд. Мужики глядятся пешками, все у нас наоборот, по сравнению с эчешками, выходящими вперед. На экранах гости частые нанесут любой удар. Эти смелые, горластые, боевые аймдар оглашают резолюции, Белый дом берут в кольцо. У кыргызской революции
очень женское лицо. Что бы вы хотели пожелать почитателям вашего таланта, посетителям соцсетей и, и зрителям нашего канала? Ну, прежде всего, в канун 8 марта, так, вот, несмотря на грозные предупреждения Минздрава о том, что не стоит его сейчас отмечать в силу опасности коронавируса, вот, я все-таки должен сказать, что вот нашим женщинам, о которых я писал, я бы пожелал, чтобы было меньше поводов выходить на площадь, выходить на митинги, вести себя не по-женски. Это, мне кажется, знаете, они вынуждены иногда делать в силу обстоятельств. Женщина должна оставаться женщиной. Женщинам, конечно, любви, благополучия, внимания, не только в день 8 марта. Так сказать, своим согражданам я хотел бы пожелать все-таки не терять надежду на то, что рано или поздно мы сможем по-настоящему гордиться не только красотами Кыргызстана, не только его природой, не только нашим культурным наследием прошлого и так далее, но и своим сегодняшним днем. Знаете, есть вот такое заболевание, оно называется невроз. Для невротика так, что характерно? Невротик не живет сегодняшним днем. Невротик либо все вспоминает, как хорошо было в прошлом, да, либо начинает, значит, такие маниловские дела, мечтания о том, как, вот начну, вот еще, понимаешь, вот 1 сентября я начну новую жизнь. А жизнь-то проходит между вот этими двумя, понимаете, моментами. Между прошлым и будущим, есть только миг, как говорят. Да. А вот я бы за то, чтобы вот этот миг для нас стал самым существенным, понимаете, это здесь и сейчас, как, кстати, говорят, да, мои коллеги тоже медицинские. Огромное вам спасибо, но, к сожалению, вот время нашей беседы сегодня уже мы хорошо заканчиваем. Жить здесь и сейчас. Желаю вам побольше не прожектов, а именно проектов. Спасибо. Прекрасного творческого вдохновения и настроения. Спасибо огромное за беседу. Благодарю. Всего доброго. Как говорит Анес Гургенович, хотелось бы, чтобы было как можно меньше поводов у граждан выходить на площадь и протестовать. Всем бы хотелось, чтобы и власти давали для этого как можно меньше поводов. К сожалению, в последние годы образование и культура в обществе настолько пали и обесценились, что поводы продолжают давать и те, и другие. Уровень падения можно оценить хотя бы потому, как проводились митинги протеста, например, 30 лет назад во времена Горбачевской перестройки и сейчас. Тогдашним участникам митингов даже в голову бы не пришло пойти к проходной Белого дома и начать бить всех оттуда выходящих. Интернета тогда не было, но Умирбек Абдрахманов писал и распространял такие злые эпиграммы на всех тогдашних политиков, однако его за это на допросы в КГБ как-то не приглашали. Школы и университеты готовили тогда и выпускали не просто специалистов, но и настоящих граждан, хотя и с некоторым идеологическим уклоном. Однако можно быть ответственным гражданином и без коммунистической идеологии. Именно о таком воспитании говорит и вице-президент Американского университета в Центральной Азии Чингис Шамшиев. Человек, проходя через систему образования, школьную, университетскую, внеуниверситетскую, да, все вот эти возможные курсы, повышение квалификации и так далее, мы формируем тем самым не просто специалистов для конкретной отрасли, мы вообще граждан этой страны формируем. Там и мировоззрение формируются, навыки, не просто навыки той или иной профессии, а вообще навыки жизни. Как жить правильно, как успешно строить, организовать свою жизнь, как жить в обществе, в сообществе, понимаете? И если эта система, она пренебрегается, если нет должного качества, слушайте, это говорит о том, что целые будущие поколения граждан будут обладать очень низким уровнем культуры, профессионализма. Это в целом будущее общества под сомнение ставится.
Вместе с образованием молодые люди должны получать и уроки гражданственности. Им нужно также прививать и чувство ответственности. Главное, чтобы в конечном результате происходило развитие и движение вперед. На Востоке есть поговорка: ученик – это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а факел, который надо зажечь. И такая молодежь может корректировать действия старших, которые без этого могут скатиться в застои. Но молодежь радикальна как в своих взглядах, так и в действиях. Поэтому должны быть ориентиры и моральные авторитеты, которые бы тоже подправляли траекторию развития. Например, в 1968 году вся Европа была охвачена студенческими волнениями. Некоторые даже называют это революцией. Как раз в это время Битлы готовили свой белый альбом, в котором была песня «Революция номер 1». Бунтующая молодежь ждала альбом с надеждой, потому что митингующие чувствовали поддержку своих кумиров, и Битлы сами считались бунтарями. Но в последний момент Джон Леннон вставил в текст одно слово, и вместо выражения «я с вами» получилось «на меня не рассчитывайте». Социологи говорят, это подействовало на многих отрезвляюще. Это была еженедельная программа «Главные итоги». Ее вел я, Нарын Аип. Всего вам хорошего, с праздником и до свидания.